В Уфе завершился финал всероссийского конкурса «Мать нации», проект Ассамблеи народов России, объединившего сотни историй материнства со всей страны. Об этом поговорим сегодня в программе «Интервью». Здравствуйте. Я представляю гостя в студии Ирина Бабакова. Это заместитель генерального директора Ассамблеи народов России по патриотической работе. Ирина Владимировна, здравствуйте. Здравствуйте, Роза. Искренне рада. Спасибо большое за возможность еще раз обратиться к глубоко уважаемым жителям Башкортостана. Мы тоже вам очень рады и благодарны, что вы пришли сегодня к нам в студию. Но перед тем, как мы готовились к с вами эфиру, мы с вами обсуждали самые разные вопросы. И вы сказали, что вот, готовясь в гримерный к интервью, что вы сегодня не смогли сдержать слез. Да, на самом деле это так. Вообще обращение к аудитории всегда начинается с фразы, с которой ты обращаешься к ней. Да? И, как правило, говорят стандартно: уважаемые зрители, уважаемые гости, дорогие участники и так далее. Находясь в конгресс-холле наверное, с 10 часов, я видела, как все это готовится, как формировались стенды, как раскладывались народные промыслы, которые матушки делают своими руками. И вы знаете, уже поднимаясь на сцену, я понимала, что я не смогу обратиться стандартно. И я обратилась: добрый день, дорогие родненькие, потому что та аудитория целевая, которая переполняла этот зал, она на энергетическом подъеме настолько была щедра, вы знаете, вот переполняла вот этот сосуд добра, надежды, веры, любви. И по-другому, мне кажется, все и зрители, и участники, и номинанты, и организаторы, и почетные гости, все себя в этом зале ощущали: мы люди одной крови, знаете, родные. Этот конкурс проводится 10-й год, и мы с вами об этом говорили, но под эгидой Ассамблеи народов России проводится он 4-й год. Может быть, я задам вам банальный вопрос, но ответ на него, наверное, будет совсем не банальным. Почему так важно сейчас проводить этот конкурс? Вот в чем его главная задача сейчас, вот именно в наше современное время? Знаете, мы в нашей стране привыкли, что всему свое время наступает, да? И когда, в принципе, достаточно, наверное, для кого-то он был и простой конкурс из личной истории, когда дочь хочет сказать спасибо маме, да, и на территории некого муниципалитета происходит праздник, где собираются мамы, День матери у нас, да, с вами есть праздник 27 ноября. А это в мартовские дни, когда оживает природа, проводится женщина-мать нации. Мы сейчас с вами переживаем не очень простые времена нашей страны, да, лихаимные времена, я бы назвала так, специальная военная операция. И в момент жуткого, как вам сказать, уничтожения нации погибает достаточно большое количество молодых ребят. Кто такие молодые ребята? Это генофонд нации, по сути дела, сейчас уходит. И мать, которая вырастила сына, отдала этого сына на фронт, и сына у многих, они вообще единственные сыновья. Сегодня на сцену уходили мамочки, у которых и 4, и 8 сыновей, а иногда бывает 1 сын. И потеря этого сына является неким опустошением, что вроде бы как и жизнь прошла по-другому. И для меня отличительной особенностью именно Башкортостана является вот эта национальная характеристика, черта мам, которым потеря во имя Отечества является гордой ступенью, с которой она несет вот эту стержневую, корневую силу, которая присуща. Я вам честно хочу сказать, я не видела этого в других субъектах. Сейчас в рамках своей работы мне приходится достаточно часто совершать деловые поездки, проводить большое количество мероприятий, но вот эту стержневую гордость и силу духа, которая присуща башкирским женщинам, я не встречала нигде. И, наверное, не случайно именно здесь зародилась вот эта вот история. И очень важно и значимо, что она сейчас масштабирована не только на Башкортостан, она сейчас масштабирована практически на всю нашу страну. Большая делегация из Челябинска, Уральский федеральный округ, Ханты-Мансийск, Санкт-Петербург, Оренбуржье,
из Сочи. Сегодня была номинантка, которой тоже вручали этот красный французский платок и так далее. Вот с точки зрения, если мы говорим о развитии патриотизма, патриотической работы, нельзя называть это работой. Понимаете, это служение, либо оно есть, либо нет. Здесь нельзя отработать с 8 до 5 и сказать, что работа закончилась. Служение Отечеству, оно происходит постоянно, но в служении всегда должны быть некие ориентиры, на которых нужно равняться. Вот сегодня на сцену поднимались женщины, те, кто были в зрительном зале, видели, что практически через раз зал вставал, приветствует тех женщин-номинантов. Почему? Потому что это на самом деле образец для подражания той генетической основы, которая передается из поколения. Где берется корневая сила? Берется она в народных истоках. И если можно, с вашего разрешения вспомню историю, которую мне поведали 2 года назад про красный французский платок. Это единственная республика, где характер национального костюма отражает покрывной головной убор, красный французский платок, как символ победы войны 812 года. Когда башкиры привезли своим женам, матерям, сестрам в знак победы красивый французский платок, и он стал головным убором национального костюма. Не это ли равнение на знамя, как любить свою родину? Поэтому, думаю, во время специальной военной операции такие истории на самом деле нужно знать, укрепляя не только боевой дух бойцов, но и свою корневую силу, чтобы все эти страдания и лихаимные времена пережить с честью и не посрамить наше Отечество. Ирина Владимировна, как вы думаете, какова основная, может быть, задача вот в наше непростое время, как вы уже сказали, именно женщин, именно матерей? У меня сын мобилизован был на фронт в 22 году, первая волна мобилизации. И вы знаете, слушая обращение президента по мобилизации, очень многие расценили, что это было обращение исключительно тех, кого мобилизуют. А я твердо убеждена, что обращение-то его было, ему очень нужен был вотум доверия нашего общества. И вот эта мобилизация, она была объявлена, в принципе, для нас, для простых людей, чтобы они услышали и поняли вот этот крик души. Ему очень нужны инструменты для того, чтобы держать наше государство в силе. И вот такие мероприятия по отношению к женщине на самом деле стали надежным инструментом и помощником Владимира Владимировича в той деятельности, непростой деятельности, в принятии тех сложных управленческих решений, которые позволяют ему достичь основных целей специальной военной операции. От женщины очень много зависит. Воспитание детей, чтобы вырастить настоящего защитника Отечества, должна быть очень стержневая история у его мамы. И одна из главных задач – это еще, наверное, создание крепкого тыла. Вы говорили о том, что, и, по-моему, в Конгресс-холле, о том, что мы одержим победу здесь, но знамя нужно кому-то передать. Буквально 3 месяца назад была принята стратегия национальной политики Российской Федерации. Мы с вами прекрасно понимаем, на что давят наши враги, считая слабостью многонациональность нашего государства. На самом деле это так. Вспомним притчу, легенду там про веник, да, когда дед внуку объясняет, вот попробуй сломать веника, а развяжи его, и по прутику ты можешь разобрать. Разделяй и властвуй. И наши враги, наши противники очень надеются на то, что по национальному признаку можно нас разделить. Безусловно, бросая стратегический вектор в завтрашний день, мы прекрасно понимаем, что должно быть в обществе. Вот за внутреннее состояние нашего общества в первую очередь ответственность несет не только государство, но и мамы, которые воспитывают наших детей. И если бы не было специальной военной операции, наверное, нужно было бы ее придумать, чтобы очищение общества от потребительского формата произошло. Ведь посмотрите, как лакмусовые бумажки мы сейчас расставили все на свои места, да? Что такое плохое, что такое хорошее, что такое потреблять, какие нравственные ценности, сколько нам нужно денег, да, и все такое прочее. И вот
именно специальная военная операция ставит те акценты, на которые мы в первую очередь должны обращать внимание. И дай бог, чтобы таких мероприятий, как в Башкортостане, то, на котором мы сегодня присутствовали, могли не просто тиражироваться, масштабироваться, а могли проникать вот той душевной щедростью и опорой, которая есть. Эти мероприятия невозможно провести галочно. Невозможно прописать сценарий, отработать его голос, ухо и так далее, не вложив туда частицу своего тепла. Потому что Россия тем и отличается. Почему нас не могут понять западные враги? Мы отличаемся своей чувственностью и человечностью. Вот эти мероприятия, это мероприятие в первую очередь за чувственность и человечность. Я знаю, что вы вернетесь в Москву не с пустыми руками. Не с пустыми руками. Я в Москву везу символы. Сегодня, наверное, самые теплые стенды, которые были, это матушки участников специальной военной операции, являются серебряными волонтерами, золотыми волонтерами. И они в свободное от основной работы или деятельности время делают не просто игрушки, плетут маскировочные сети, готовят костюмы для наших снайперов и так далее. Но я не могла оторвать глаз сегодня вот от двух игрушек на одном из стендов муниципального образования, которые девочки делали прямо там. И они мне с благодарностью подарили, узнав, что мой сын находится на специальной военной операции, я с удовольствием передам ему со следующим нашим гуманитарным конвоем вот эти две игрушки, пусть они будут как амулетом для него и приветом от женщин Башкирии. Но самое главное, что сегодня матушки, те, которые плетут маскировочные сети, передают нам в Москву для нашего гуманитарного конвоя имени подольских курсантов маскировочные сети земляного цвета, потому что уже снег растаял, и нужно менять нашу маскировочную историю. Вот. А маскировочные сети именно в Башкортостане непростые. То есть на каждой маскировочной сети ты можешь написать свое пожелание и перевязать веревочку с тем пожеланием, которое ты относишь своим бойцам. Эта история мне запомнилась 2 года назад, и с тех пор даже в Москве, когда плетут маскировочные сети, девочки, которые принимают в этом участие, обязательно бойцам пишут пожелания. Представляете, во время своего краткосрочного отдыха, находясь в своих землянках и так далее, они могут посмотреть и увидеть то пожелание, которое желает им здоровья, победы, скорейшей возвращения. То есть это как покров Пресвятой Богородицы. И мне будет особо приятно передать этот привет от женщин Башкортостана на фронт, на специальную военную операцию. Покажу, если не увидели еще. Так. Ирина Владимировна, спасибо огромное, что пришли сегодня к нам в студию, несмотря на то, что мероприятие прошло мероприятие, подвели итоги, и порой было непросто, и слезы не сдержали, но вы смогли прийти к нам в студию и пообщаться с нами, нам тоже это было очень важно. Нам тоже очень приятно, что не все телеканалы обращают внимание на такие мероприятия, не все стараются передать энергию. Сегодня была безумная энергия, она совершенно точно откликнется на фронте, я нисколько в этом не сомневаюсь. Нам очень важно, чтобы информационный контент соответствовал тому наполнению, для которого он создается. И очень приятно, что именно ваш телеканал откликнулся и по чесноку расскажет нашу историю душевной щедрости женщин уже теперь не только Башкортостана, но и 15 субъектов Российской Федерации под эгидой Общероссийской общественно-государственной организации Ассамблея народов России. Ирина Владимировна, спасибо. Ирина Бабакова отвечала на наши вопросы. Я Роза Хабибуллина. Спасибо, что были с нами.